Всем привет, я Катя. Сегодня мы продолжим видеоблог о строительстве нашего дома из СИП-панелей. Что повлияло на наше решение? В первом квартале этого года подорожали цены на все, от продуктов, одежды, строительных материалов, жилья до услуг и продукции банков. Скажу честно, я тоже поддалась панике в плане получения ипотеки и подорожания строительных материалов. Проценты реально повысились, и ходил слух, что ДВИ больше не будет, либо ставка взлетит. Поэтому мы в спешке подали заявление на получение ипотеки, и нам его одобрили и оформили. В банке из-за паники было куча народу, талонов не было, и все стояли по живой очереди. По лицам видно, что мы очень устали. В то время уже заранее повысили цены на строительные материалы и услуги, и все ожидали, что будет дальше все дорожать. Итак, первым делом мы отсыпали площадь будущего дома. Дело было в марте, поэтому мы сначала вывозили снег, укрепляли строительным мусором, сверху речной песок, затем к лету нам снова пришлось утрамбовать все кельдямским песком, и на все это ушло 250 тысяч рублей. А могло быть гораздо меньше, если бы мы не поддались панике и не слушали продавцов услуг. Сразу после отсыпки мы купили СИП-панели для гаража с базового переулка. Всем привет! Сегодня 27 марта, и мы едем покупать СИП-панели для нашего будущего гаража. Они, кстати, сейчас стоят на 10-20% дешевле, чем было тогда. В разных точках города по-разному. Почему мы выбрали дом из СИП? Мы несколько лет ходили по строительным компаниям, консультировались, хотели изначально комбинированный дом типа камень-дерево, затем полностью дом из бруса, газобетон, и все же мы остановились на доме СИП, потому что он легче по весу, по цене, по строительству. Да, мы взвесили все за и против, прочитали все негативные моменты, комментарии, мнения, способы, видео и прочее. Таким образом, мы решили построить дом сами. В начале июня мы приобрели брус для лафетного фундамента у физлица. Тоже цены были конскими, но у него цены были значительно дешевле. В середине лета правительство начало контролировать цены, и за летний период прайс на все снизился. А сейчас все это добро еще дешевле, чем было тогда. Итак, наши парни начали быстро делать наш фундамент. Покрасили битумом сам лафет и низ пола из СИП-панелей. Делали весь дом по такой вот схеме. Вот так выглядит первый этаж нашего дома. Так, это первый этаж. Тут будет стоять гараж, сверху балкон на пол гаража. Заходим в тамбур. Тут будет стоять лестница, окно до второго этажа со вторым светом. Туалет душевой. Рабочая комната. Кухня. Тут проход в гараж. И тут будет стоять котельная с отдельной стеной. Гостиная. Панорамное окно. И тут, будет стоять терраса открытая. А здесь мы видим, как строится пол второго этажа. Теперь мы видим готовый короб нашего дома. Крыша у нас вальмовая, по-другому называется четырехскатная крыша. Все окна в доме мы приобрели в Билмарте. У нас получилось 12 окон. Всем привет! Сегодня нам установили наше долгожданное длинное окно со вторым цветом по нашей хотелке с дугой, со шпросами. Также установили наше панорамное окно, большое окно для нашей гостиной. В ходе стройки мы решили сделать еще одно окно в кухне-гостиной. И вот как мы резали стену. Далее мы готовили колодки для окон. После установки всех наших окон мы начали делать наш гараж с бетонным полом. А на втором этаже гаража балкон ровно наполовину гаража.
Здесь вы видите наш гараж на 2 авто. Тут лежат гипсокартоны, ведь поставив все наружные двери и окна, мы начали крепить гипсокартон. Сейчас у нас начало ноября. У нас все еще не до конца сделан сайдинг, осталось много работы по крыше дома, балкону, утеплить ворота гаража, построить лестницу, докрепить гипсокартон и поставить межкомнатные двери, обои, ламинат и многое другое. Но это все сейчас идет на второй план, поскольку в сентябре мы подавали заявку на социальную газификацию, то есть жителям бесплатно проводят стояк газа до участка, а дальше уже сами платно делаем внутрянку со стояка до дома. Нам это все обошлось в 175 тысяч. Плюс котел на 34,9 киловатт. Купили котел Rinnai по акции за 95 тысяч с дымоходом в подарок. Я читала отзывы и смотрела ответы коллег в телеге, и многие жаловались на то, что Rinnai жестко протекает и ремонт делает каждый год. Спросили у продавца насчет этого, и он сказал, что в большинстве случаев это бывает тогда, когда они в батарею наливают не воду, а химию типа антифриза, чтобы не замерзало, и это все заедается и собственно начинает капать, и постоянно происходит замена материалов. На днях мы должны купить очень много радиаторов, труб и так далее. И как только мы будем газифицированы и будет тепло в доме, мы начнем делать внутренний ремонт. Кстати, почти в середине октября мы приобрели септик под ключ за 150 тысяч рублей. Это самая низкая цена, которую я нашла, обзвонив все объявления и Тугис. Под ключ входил сам септик на 10 кубов толщиной 4 мм, покраска битумом со спутником, доставка, копка, закопка и разравнивание грунта. Это было до заморозков, сейчас это все выйдет намного дороже. Еще очень много нужно купить для дома, это сантехника в первую очередь, кухонная мебель и вообще сама мебель. Я смотрю на цены и очень расстраиваюсь, и мы решили сделать мебель сами. Мы пока ничего не умеем, будем учиться и практиковаться по видео на YouTube. Ну что ж, мой опыт проживания в частном доме из EC-панели пока еще не начался. Мы построили его сами, и нам очень много чего предстоит пройти. Все этапы я буду рассказывать на канале. Спасибо за просмотр. Пока. Kayak gas tentang betul-betul,